Перед началом встречи глава МИД Абхазии Даур Коби представил присутствующим нового сопредседателя переговоров от Европейского союза Тойво Клара. Даур Коби выразил надежду и уверенность в том, что присутствие и начало работы нового сопредседателя в рамках женевских дискуссий принесет свои плоды. На встрече была затронута тема демонтажа памятников в Килмарноке. Даур Коби назвал этот шаг провокационным со стороны Грузии, но при этом выразил надежду, что военная риторика Грузии все же снизится, и на женевских дискуссиях появится возможность прийти к подписанию совместного заявления о неприменении силы. У нас сложилась хорошая команда, которая нацелена на подписание соглашения о неприменении силы. К большому сожалению, мы слышим заявления грузинской стороны от разных ведомств, где говорится о том, что демонтаж памятника и последующее изменение в нем надписей будет способствовать процессу миротворчества и процессу сближения грузинского и абхазского народов. Хочу вас заверить, что подобного рода инициативы они недопустимы. Абхазское общество крайне негативно воспринимает данный инцидент. Мы никогда не позволим, чтобы в один ряд ставили имена защитников Отечества и агрессоров. Поэтому мы сегодня на данной встрече передадим вам наше обращение, каждому из сопредседателей, в котором мы выражаем надежду и просьбу на то, что вы, как сопредседатели, дадите свое официальное заключение, и будет ваша официальная реакция на этот шаг грузинской стороны, связанный с демонтажом памятников в Килмарноке. Новый сопредседатель женевских переговоров от Европейского союза Тойво Клар поблагодарил Даура Коби за пожелание успехов в работе. Было отмечено, что вопросы, которые обсуждаются на таких площадках, имеют важное значение для разрешения многих существующих проблем. Тойво Клар выразил надежду, что подобные встречи помогут прийти к единому мнению. Европейский дипломат также высказался по поводу демонтажа памятника в шотландском городе Килмарноке. Вопросы, которые мы обсуждаем здесь, имеют большое значение, они очень важны, и я искренне надеюсь внести свой полезный и конструктивный вклад в работу женевских дискуссий. Я также понимаю, насколько важна стабильность и безопасность в регионе. Я хотел бы высказать несколько слов относительно ситуации, которая возникла с демонтажом памятников в Килмарноке. Памятники, они воздвигаются в определенное время, в определенном месте. В этом отношении все стороны должны уважаться. И мы считаем, что местные власти должны уважать эту ситуацию, должны приложить усилия для сохранения целостности памятника. И мы обращаемся ко всем сторонам, к сторонам-участникам женевских дискуссий с призывом относиться с уважением к наследию прошлого. Для сопредседателя женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Туон Анти Турунуна это последний визит в Абхазию в данном статусе. По его словам, за время его работы на этой должности он ощущал поддержку со стороны абхазских властей. Как отметил Турунун, ввиду сложившейся ситуации, вопрос о неприменении силы имеет сегодня более актуальное значение, нежели ранее. На протяжении долгого времени я ощущал поддержку со стороны абхазских властей, и я очень благодарен за это. И я надеюсь, что данная поддержка, она будет и в дальнейшем оказываться, когда в свою должность вступит мой преемник. И несмотря на то, что ситуация сейчас в принципе спокойная и стабильная, я считаю, что мы должны приложить максимум усилий как в Женеве, так и в МПРИ для того, чтобы предотвратить возможную эскалацию напряжения. Как отметили участники встречи, работа над текстом заявления о неприменении силы уже ведется. Очередной 42-й раунд женевских дискуссий пройдет в начале декабря. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.